Джамал, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Спасибо вам, что вы пригласили нас в ваше новое кафе, которое вы посвятили вашему папе, известному, гениальному, легендарному художнику Дурды Байрамову. Спасибо вам, что вы пришли в наше новое кафе, которое мы действительно открыли с моей семьей и посвятили памяти нашего папы, народного художника Дурды Байрамова. А когда эта идея вам пришла в голову? Эта идея пришла в голову очень давно. Да, мы всегда хотели что-то сделать для папы, что-то там, ну, в общем-то, и музей какой-то хотели мы ему открыть, там, ну, как бы, сами понимаете, да, там, музей у него находится в Торонто, в Канаде, есть отдельный музей, вот, а здесь у него работа находится только в нашем национальном музее, ну, и в частной коллекции у людей, вот, и хотелось как-то, чтобы люди, потому что очень много было запросов, много было предложений, в общем-то, сделать как-то здесь галерею или какой-то музей. И мы решили, что, ну, раз мы как-то имеем отношение к ресторанному бизнесу, мы решили объединить, да? Да, мы решили объединить и сделать кафе, открыть, и галерею в одном лице, как это делают, в принципе, в европейских странах. Приходишь в какое-то кафе, висят работы, висят картины, очень приятно, наслаждаешься и вкусной едой, и приятно с полезным. Да, и творческой атмосферой. Вот как-то хотели мы вот это сделать, в принципе, задумка такая была, мы ее воплотили. И удачно воплотили. Спасибо очень большое. Красиво, очень, как будто попадаешь не в тот мир. Мир искусства, культуры, красоты. И человек как будто отходит от всей суеты и поглощен в себя. Тематика, вы такая молодец. Спасибо. Я знаю, что у вас помимо этого кафе есть еще и известный, популярный у нас в Туркменистане кафе. Ну, есть кафе тоже есть, да. Это первое, это детище. Ну, как бы сейчас мы раскручиваем здесь, там уже раскрученное место, там уже люди знают. Джамал, я знаю, что кафе вы сами готовили, вам это нравилось. И все шли и ради вас тоже, чтобы попробовать с ваших рук блюда. Но мне это и сейчас нравится. Вы здесь тоже готовите? Здесь я тоже готовлю, да. Здесь я тоже готовлю, здесь и меню составляю я сама, и работаю вместе с поварами, и в Узюме, и здесь. Полностью мы вместе все это составляем, но как бы это... Ну, мои, получаются, блюда, я их разрабатываю, я там что-то с чем-то совмещаю, там, играю со специями. Я люблю готовить с 10 лет, поэтому я так, ну, я думаю, что у меня это получается. Очень многие идут именно на мою руку, именно на мои блюда, да. Чему я очень даже ну, радуюсь этому, да, я сама, в принципе, не повар, но люблю. Может, это сейчас дело. прозвучит смешной вопрос, но я хотела бы спросить, а как вы совмещаете? По каким дням вы готовите здесь, а по каким дням вы готовите? Ой, ну я совмещаю, я успеваю. Я успеваю здесь, я успеваю там. Объясните нам, как. Как я успеваю? Да. Ну, нормально, очень даже нормально получается, да, там какое-то время там, какое-то время здесь, заготовки здесь, там, ну, а все остальное время, это, то есть все остальное это делают повара. Я прихожу, делаю какие-то заготовки, там, где-то контролирую, где-то что-то, да. Остальное повара, это же команда, которая работает, да, это механизм, который не должен останавливаться, поэтому это не зависит от того, что ты придешь, ты просто можешь прийти, контролировать вот это все, там, и подачу, и вкусовые качества, там, все. Ну, то есть вот держишь как-то руку на пульсе, учишь. Джамал, а это важно именно командный состав? И какая атмосфера в команде? Это для работы, для бизнеса, это важно? Это очень важно. Это очень важно. Командный состав очень важен. И когда ты начинаешь набирать команду, там, а команда это, в общем-то, это такая цепочка. Это не только повара, это и официанты, это и кассиры, это и бармены, это и баристы, это и люди, которые ну, убираются, приводят в порядок все это. Ну, то есть это полностью такая команда, от которой зависит
Все. То есть это цепочка. И если одно звено из цепочки убираешь, то это уже, ну, как бы не совсем Разорвана команда. нить, Да, да. все, это уже не совсем команда получается. Вот, поэтому, например, я люблю выстраивать отношения так, чтобы... Это как я прихожу домой, это моя семья. У меня нету такого, чтобы, ну, у меня нельзя, чтобы кто-то с кем-то не разговаривал, кто-то с кем-то поругался. Есть какие-то рабочие моменты, нет проблем, они между собой. Это нормально, это, ну, как бы у них присутствует такое, да, что они каждый кому-то что-то, ну, хотят доказать, там, Да. кто лучше, кто что-то такое, да. Но чтобы не разговаривать, такого нельзя. Вот в моей семье так нельзя. Они все должны потом сразу начинать общаться, потому что это работа. На работе они проводят очень много времени. Домой они идут спать, я им всегда говорю. Где бы вот я ни находилась, я всегда говорю, домой вы идете просто спать, а сюда вы приходите жить. Вы здесь живете. Вот. И я стараюсь, конечно, делать, но я думаю, у меня получается. Вы решаете их проблемы? Да, я решаю. Я по возможности решаю практически все проблемы всех моих сотрудников. По возможности. По возможности. Да. Джамал, тогда у меня еще один такой вопрос. Важно с командой, с коллективом, с работниками работать кнутом или пряником? Или все-таки совмещать и кнут, и пряник? И кнут нужен ли? Нужен обязательно. Обязательно нужен кнут. Вот я тоже иногда очень удивляюсь и всегда говорю, вы же взрослые. Вот вы все взрослые люди. Но человек, он создан, смотрите, как, Бахар. Значит, человек создан так. Ну, все мы такие. И вы, и я, в принципе, мы такие же, да, тоже. Если у нас получается где-то там вот увильнуть, и нам за это ничего не будет, то мы это делаем. Завтра, если у нас это получилось, мы это тоже сделаем. Послезавтра. И так идет, пока человека не остановишь. Вот. На сознание человека тоже нужно рассчитывать. В принципе, я рассчитываю на сознание человека. Но если не получается, то уже, конечно, применяю кнут. В принципе, так, ну, как бы, в большей части я применяю пряник. Но кнут, он обязательно нужен, он необходим. С утра для подзарядки обязательно. По понедельникам, да? Нет, каждый день. Да? Каждый день, да, он нужен. Потому что, ну, это же люди, это же нормально. И это нужно именно в ресторанном бизнесе? В ресторанном это нужно обязательно. Да, это нужно, в принципе, везде, но в ресторанном это нужно обязательно. А по каким критериям вы набираете себе сотрудников? Есть определенно какие-то критерии? Профессионализм. Это первый критерий, который я рассматриваю. То есть, если я набираю поваров, но я желательно набираю поваров, знаете как, они приходят, они же не знают, как я люблю, они не знают, как я готовлю, они не знают, как мне надо. Я их начинаю учить тому, как нужно именно мне. А мне нужно именно так, как нужно моим гостям. Я уже знаю, что нужно моим гостям, как нужно, да, что они любят, что не любят. И получается, что я подготавливаю поваров именно к этому. Но я беру именно профессионала, который может не просто с нуля там пришел, вот, а который, ну, с нуля, в принципе, тоже. А что для вас профессионализм? Если он пришел, он профессионал, а зачем тогда вы его обучаете? Я его обучаю под себя. Он может делать, вот, допустим, у меня есть шеф-повар, да, он хороший шеф-повар, очень хороший, но он обязательно ко мне прислушивается. Он обязательно сделает так, как нужно мне. Он не будет со мной спорить. Он может мне дать какой-то совет иногда, но в основном, когда первый раз мы с ним начали работать, мы с ним работаем уже, наверное, лет 6. Да? Он здесь. Вот. И когда первый раз он пришел, он присматривался ко мне. Я к нему не присматривалась, потому что я знаю, что он профессионал. Вот, он присматривался ко мне, и он сказал одну фразу через несколько дней. Он говорит: вы перевернули все мои мозги. Я профессиональный, я учился этому, я работал там в Питере, в России, где-то там все, здесь во многих ресторанах, но то, что творите вы, он говорит, вы мне все перевернули, все мировоззрение, все мышление, как бы на кухне. Понятия, все понятия. Да, на кухне именно. Почему? Потому что, говорит, я готовлю так, как нужно готовить, то есть как меня учили, как правильно. А вы готовите так, как, говорит, вы не готовите одно и то же блюдо, говорит, 2 раза одинаково.
Вот, говорит, я так не умею, нас учили совсем по-другому. Я говорю, а я хочу, чтобы вы готовили как дома, просто, как дома. И когда люди приходят, они вот даже где-то там в Инстаграме или где-то, вот когда они пишут, там что-то отмечают, они пишут, как дома. Вот это мне приятно. Вот это важно. Вот для это вас, важно. Чтобы они приходили к вам и чувствовали Да, себя как дома. Да, именно как дома. Еда как дома. Или пишет, там кто-то пишет, как у мамы. Это очень приятно. Да. Это очень приятно, когда человек пришел, поел как дома. Домашнюю еду, но в кафе, в ресторане, да, как бы. А как вы понимаете, он человек профессионал или нет? Когда он нож возьмет в руки. Даже как он взял? Да, Это повар. это повар. А других работников? Других работников набираем, но они учатся. Мгм. Они учатся. Вот, допустим, очень большой состав, которые приходили, обучались там. Мгм. У нас там как будто бы учебный центр какой-то, Мгм. да? Вот. Они приходят там со школы, после армии, там что-то. Можно мы научимся там бариста, там кофе делать, там что-то, коктейли туда-сюда, в общем, все. Вот. Они делают, естественно, мы у них за это деньги не берем, мы их обучаем. Все, здесь то же самое. Они приходят, потом они идут куда-нибудь работать в другое место. Вот то хотела Да, спросить. да. Они обучаются, потом Они идут работать в другое место. Выпускаются. Они немножечко поработают здесь, а потом они уходят в другие места, работают там, но связь не теряется. Да, с нами связь не теряется. Кто ушел красиво, ну, связь остается с ними, да. это главное. Да, это главное. Дяма, Да. еще одну тему мы затронем. Помимо у вас есть еще, оказывается, салон. Есть. Раскроем все ваши секреты Да. сейчас. Есть у меня салон красоты, очень большой, очень красивый, очень хороший. Там есть, ну, практически все. Там есть, ну, начиная с мужских мастеров, заканчивая косметологом, наверное, я не знаю. Там, но есть все абсолютно. Это хороший салон, где работают действительно профессионалы. Этому салону уже 10 лет. Вот. И пока я его выстраивала, тоже как-то вот поднимала, там все. И сейчас там работают профессионалы. Есть врачи, вот серьезные врачи, которые работают в этой команде. Есть обученные мастера ногтевого сервиса, дипломированные. Есть обученные мастера парикмахерского сервиса, тоже дипломированные. Ну, как-то вот. Ну почему же тогда мы интервью не записали там? Нет, мы можем и там записать Да. интервью, да, но я как-то хотела более, чтобы это было, как бы здесь это совсем по-другому. Здесь галерея-музей, здесь картинная галерея, да, и она единственная, она первая У и нас в единственная Туркменистане, в Туркменистане. да. Я так думаю, Вот что на этом такого... нужно было сделать акцент, что она единственная и Да, первая. я думаю, что такого больше не будет. Почему? Потому что даже если в каких-то других ресторанах там, или кафе увидите какие-то картины или что-то там висит, репродукции какие-то, что-то еще, они А тут авторские. они не имеют отношения, допустим, к их хозяевам. А здесь полностью это имеет отношение к моей семье, потому что это мой папа, и он хороший, очень хороший художник. И очень хороший, гениальный, да, и очень хороший человек. Я знаю, что у вас еще есть рекламное агентство. Да. Этот список закончится или нет? Нет, ну нормально, да. Есть у меня еще и рекламное агентство. В принципе, ему уже 24 года. Да, мы начинали очень давно, мы начинали в 2000 году. Вот. И это рекламное агентство, оно у меня было, ну, в общем-то, как бы везде. Вот оно идет, оно просто поменяло 2 названия. Вот. Это одно из самых больших рекламных агентств. Вот. И на сегодняшний день, и тогда тоже. Это называется Асуда Юрт. Джамал, я тогда тут не понимаю. Кафе, рекламное агентство, салон, связь. Не, ну какая связь? Я сейчас объясню. Вообще, я же... 3 направления, разных направления. Я же родилась и выросла в творческой семье, да, в семье художников, и я всегда была... возле меня всегда присутствовала красота, да. Вот. Я сама закончила и художественное училище.
Да? Ну, мы все Да. мы папины дети, мы закончили художественное училище, потому что это правильно, да, так считал мой папа. Вот. И это правильно почему? Потому что меняется полностью мировоззрение человека. Да? Потому что он окружен красотой. Да, да. Вот отсюда рекламный бизнес. Создавать красоту. Да, создавать. Отсюда салонный бизнес красоты, да. И, как бы я с 5 лет мечтала быть врачом. Я эту мечту осуществила, я сама врач. Да, я сама закончила мединститут наш, Туркменский государственный дружбы народов мединститут. Я работала врачом какое-то время. Вот. А потом я уже ушла уже в бизнес. А почему? Отдельно. Ну, так сложилось. Щелкнула, да? Да, так сложилось, потому что я потом очень так вот мечтала иметь где-нибудь в Европе, где-нибудь там в Италии или в Париже иметь свой маленький ресторанчик, где я смогла бы сама готовить, сама общаться с людьми, сама им подавать. Вот это была моя мечта. В принципе, эта мечта осуществилась, но на территории моего любимого Туркменистана, о чем я вообще не жалею, что я не уехала и где-то в другом месте не открыла. Да, мне все нравится здесь. Вот и отсюда, вот чисто это вот красота везде. Да. У папы вас трое, 3 девочки. 4. 4 девочки. Да, 4 девочки. Так, я знаю Бахару, вас, Кейк, Сульгун, младшая. Сюльгун младшая. Да. Старшая сестра у меня Бахара, ее знают как Бахар Дурдыевну. Да, она преподаватель, она преподает. Она пошла по папиным стопам, это единственная наша Потому что старшая, девочка старшая, которая пошла по папиным стопам, потому что она у него на курсе училась, он ей преподавал. В принципе, папа передал ей все самое лучшее, да, что он умел, потому что вот Бахара, она молодец. Она молодец в этом отношении. Она очень хороший, очень сильный преподаватель, педагог. У нее ее ученики тоже, прям вот могу сказать, что ее ученики это просто вот что-то молодцы. Они делают какие-то шедевральные вещи такие, вот начиная там с 11 лет, там, с 8 лет, я не знаю, да, все. И они все поступают и в художественные школы, в художественное училище, там, в академию, могут где-то в России, где-то еще, там, в Австрии, я знаю, у нее много учеников, которые поступают. Реально поступать, потому что она очень любит свое дело. Очень это любит. главное. Да, она очень любит. И она, допустим, когда я ей говорю, слушай, Бах, возьмешь там вот, у друга, допустим, там, дочка, возьмешь, она говорит, мне не надо, чтобы этот ребенок мог рисовать, мне надо одно, чтобы этот ребенок любил и хотел рисовать. Если он будет любить и хотеть, тогда я обучу, тогда я сделаю из него хорошего художника. Если нет, мне другие качества не интересны. Вот она знает, что ей нужно, она знает, как подходить, где. И она вообще очень любит детей. Допустим, я ей говорю, вот я с детьми так, как она, я не умею. Я либо с грудничками, либо со взрослыми. Но вот этот промежуток, это вообще не про меня. Это про нее. Вот она в этом отношении, она хорошая бабушка, она хорошая мама. Да, и вот это ее, она этим живет. Живет, чтобы что-то дать детям, чтобы чему-то их научить. Вот она в этом отношении молодец. И когда она пишет или рисует, когда она работает, у нее стиль папин. Да, и человек, который не разбирается, допустим, он может перепутать. Вот она в этом отношении сильная у нас. Она вообще молодец. Да. Я ее очень люблю. Да, я вообще люблю своих сестер, но потому что она здесь. Да. Она со мной. Да. Она все время поддержит. Она у нас старшая, и у нас нету такого, что вот она сказала, и мы что-то не сделали. Нет, она у нас сейчас вместо папы. Вот она сказала, и это должно произойти именно так, как она сказала. Она много не разговаривает, так же, как папа. Абсолютно. Вот она просто сказала. Вот она очень мудрая у нас. Но это главное, как вас воспитали, как вас это вложили. Да. Вот это главное. Ценить семью, ценить своих близких. Да, это есть такое. Не в каждой семье это встретишь. Нет, не в каждой. Но вот в нашей семье, да, мы воспитаны именно так. Мы воспитаны прям вот в такой любви, в такой заботе. У нас мама очень много лет не работала, и
Я помню хорошо, что вот она посвятила всю свою жизнь именно нам, папе и вот дочерям своим. Она ее прям вот называли как вот наседка, ее так и называли. И я хорошо помню, что я вот приходила домой, она готовила так, вот я не люблю это, да, я не ем все подряд. И она готовила мне именно то, что я люблю. Она готовила там той сестре именно то, что она любит. Там такого не было, что вот если кто-то что-то не любит, она не будет готовить. Вот она под каждого подстраивалась, и она все время с нами разговаривала. Вот это я тоже никогда не забуду. Все время. Вот я прихожу, сижу одна, и мне вот через 5 минут, 10 минут мне надо бежать на тренировки какие-то там, или там еще куда-то там, на какие-то кружки, потому что раньше это все такое было. Вот. И она ни на минуту не молчала, она говорила, спрашивала, разговаривала с нами, там что-то такое, я ей отвечала, там все. У нее была полная информация о нас. Полная информация. И я вот это перенесла на своих детей. То есть воспитание своим детям мы дали точно так же, как нам родители. Мы все время разговариваем, даже до сих пор, когда дети уже взрослые, мы все время стараемся разговаривать, общаться. Это правильно. Да. Расскажу немножко про маму, потому что моя мама – это мудрейшая женщина. Мудрейшая, во-первых. Во-вторых, это очень сильная женщина. Это, знаете как, мы с нее берем пример во всем. Вот раньше мы ее не понимали, пока мы не стали взрослыми, как сейчас. Мы ее не понимали, потому что она жестко нас воспитывала. Жестко. У нас нету мальчика, и мы в семье сами как мальчики. Вот. И она воспитывала нас, я считаю, что это было правильно. Она под каждого ребенка своего находила подход. Вот прям под каждого. И там придешь домой, даже сейчас, вот приходишь домой, она знает, что я, допустим, вот это не люблю, я это не ем, она мне это не поставит, она мне поставит именно то, что я люблю. Допустим, у нас такая традиция есть, по субботам в час дня приходить к маме на унаш. Это у нас вот уже сколько лет у нас такая есть традиция. Опаздывать нельзя. Надо прийти ровно в час, потому что ты можешь даже вот одно слово какое-то услышать от нее. Она много не будет тебе ничего говорить, вот одно слово и все. Поэтому мы приходим. Вот все они едят у нас унаш без нойвы. Все. А я ем с нойвой. Вот для меня, для одной она будет это делать. Для меня, для одной она будет это варить. Вот она в пятницу вечером начинает, ей сейчас, слава богу, будет вот 80 лет, дай бог ей здоровья. Она вечером в пятницу начинает нам печь, чтобы нас завтра, в субботу, удивить. Во-первых, удивить, а во-вторых, чтобы вот она знает, что мы с детства любим ее вот эти все изыски. Она очень вкусно готовит, она очень вкусно печет. И вот до сих пор она вот эту традицию не оставила. Вот, даже дети наши прилетают, они прибегают, маму наш к ней. Маму наш, они вот могут каждый день есть ее у нас. Она говорит, можно что-то другое? Нет у нас, потому что мы сейчас уедем, мы все остальное там будем есть, а вот здесь вот у нас. И хочу сказать, что вот я очень благодарна маме и папе за то, что они дали еще воспитание нашим детям. Что они застали, наши дети застали и папу, и маму, и они воспитаны именно вот на их традициях. И вот наши дети, они такие же, они каждый день звонят маме, где бы они ни находились, они звонят, они спрашивают, как у нее дела, как ее здоровье. Даже что-то она может нам не сказать, дочерям, она скажет им, а они уже звонят нам и говорят, вы что, не знаете, мама там вот хочет там вот это там, или вот мама сегодня там плохо себя чувствует, а вы ей еще не позвонили, да, я вот могу узнать это от детей. Вот настолько близко они к моей маме, и я считаю, что вот эти вот семейные ценности, их нельзя терять, они должны идти дальше, и вот мы своим детям это тоже говорим. И я считаю, что вот это правильное воспитание детей на сегодняшний день, это правильно. Нельзя терять те ценности, которые были заложены в семье, да, их нельзя терять. Нужно продолжать. Нужно продолжать. Нужно передавать. Обязательно это нужно делать, обязательно. Не нужно смотреть на сегодняшний мир, который вот быстротечен. На современную тенденцию. Да, вот он современен сегодня. Я все понимаю, да, это все правильно. Но традиции, они должны оставаться.
они все равно должны иметь место, они должны присутствовать обязательно. А у меня есть еще одна сестра, вторая после меня. Это Кейчка, моя любимая Кейчка. Я ее называю исключительно, ну вот старшую я называю Бахочка, никак по-другому, мы друг друга так называем. Я для них Джемочка, она для меня Кейчка, еще есть Сулечка. То есть мы по-другому никак друг друга не называем вообще абсолютно. Вот. Она живет не здесь, она уже 31 год живет в Дубае. Вот. Она тоже умничка. Она у нас молодец, она бизнес-леди. Она такая тоже очень, она очень мягкая у нас. У нее три мальчика, тоже очень хороших. Папа не застал одного из них, младшего, папа не застал. Очень хотел полететь. Она на тот момент жила в Канаде. Вот. И папа не успел. Ему виза вышла уже поздновато немножко. Вот. И, в общем-то, он не увидел. Он мечтал увидеть младшего внука. Сейчас она обратно переехала в Дубай пока на время. Вот. И когда папы не стало, это была ее инициатива, это была ее идея открыть в Канаде музей, дать папино имя. Значит, все работы были папины там, в этом музее. Почему? Потому что папа находился в этом здании. Полгода, когда он жил в Канаде, он находился в этом здании. Там была его мастерская. Кейка ему сделала мастерскую. И он вообще ни о чем не думал, он просто работал. Он писал, он творил. Даже есть вот там вот у меня работы висят. «Канадская осень». Да. И у него была мечта все, значит, эти времена года застать в Канаде, потому что в Канаде это очень красиво. Любое время года в Канаде это очень красиво. Вот, он застал, значит, лето, он застал осень, глубокую осень он застал, и он все время писал, он все время что-то делал, он творил, он общался с людьми, она все для него сделала, все абсолютно, чтобы он там чувствовал себя комфортно, чтобы он там жил, творил, и, в общем-то, чтобы возвращался туда еще. Она даже смогла посадить его на диету. Это никто не смог сделать, это именно сделала она посадила его на диету, ему нужно было есть меньше сахара, на овсянку, там, на что-то такое, чего он не любит, и он никогда не мог нам сказать «нет», то есть дочерям он никогда не мог сказать «нет». Но домой он приехал сюда, естественно, уже он маме сказал «нет» и ел то, что хотел, да, вот. И Кейка, она молодец, у нее несколько направлений. Она не сидит на одном месте. Да? Я не удивлена. Она не любит сидеть на одном месте тоже. Вот, поэтому у нее несколько направлений. Она должна была прилететь сюда. Она прилетит скоро сюда, вот именно посмотреть. Она все время радуется, как у нас здесь все проходит, как мы там что-то повесили, что-то сделали, отправляем, Кейчка, вот так вот. Вот, она радуется. Конечно, она говорит, я обязательно прилечу, должна была прилететь, не получилось. У нее постоянно какие-то конференции, какие-то симпозиумы, какие-то тоже вот женсоветы у нее там. Но у нее есть свой бизнес, не одно направление, в принципе, слава богу, успешно, все хорошо. Вот, но она живет у нас там. Сейчас, когда уже можно прилетать, она прилетает, она бывает с нами, на все мероприятия она с нами. Мы часто к ней тоже ездим. Да, сейчас ждем ее с детьми сюда. Очень скучаем, да, очень скучаем. Сульгунчика ваша? Сульгунчика – это самая младшая, это самая любимая. Корпяшка. Это Корпяшка, да, у нас очень большая разница между нами всеми, большая с ней разница. Вот, она тоже, она такая девчонка, она нелюдимая в плане того, что она не любит светиться, она не любит, поэтому вот все говорят, ой, у вас Сулечки вообще не слышно, не видно. Да, Сулечка у нас, она получила образование в России, потом она работает с Кейкой в Дубае, она работает с ней, она работает в ее компании тоже. Ну, как бы она тоже очень жесткая такая в работе и старается нигде не светиться вообще. Вот, но она у нас самая любимая. Потому что она самая младшая. И у родителей она самая любимая, мы это знаем. Вот. Ее, допустим, я почему с ней очень близко, и она со мной, потому что когда она родилась, мне было 14 лет, а я вообще люблю грудничков.
Я даже когда училась в мединституте, я работала тогда ночью в неонатологии. Мгм. Это, значит, рождаются дети, приносят ко мне, я с ними там, через 2 на 3 я с ними. Я прям обожаю этот запах, обожаю вот эти вот, как они плачут, я прям вот обожаю. И она, когда родилась, все, мама забыла про нее, она была со мной до 3 лет, воспитывала и растила ее я. И я вот ее вот прям вот просто вот так вот держала, не отпускала. Да, я люблю Маме детей. не отдавала. Нет, я люблю детей до 3 лет. А потом, извините, каждый к маме. Подойдите, когда повзрослеете, да? Ну, повзрослеете я уже тоже, это не этот. Вот почему я люблю сейчас, у меня внуки маленькие, младшего я люблю, ну как люблю, я люблю обоих, вот, но с младшим я, конечно, вот, потому что ему сейчас только 7 месяцев, вот мне его дайте и все, я буду с ним сидеть, нюхать, его не отпущу с рук, да. Ну вот, кстати, у меня старший внук, мы дали ему имя моего папы, он Дурды Байрамов, да, дали папино имя, и он тоже любит рисовать, ему сейчас 3,5 года, он тоже любит рисовать, он любит футбол, как папа, потому что у меня папа фанат футбола. Это может быть реинкарнация или как? Я не знаю. Ну вот он какой-то, вот он прям вот любит эти вещи все, и мы так думаем, ну дай бог, чтобы он тоже по папиным там стопам как-то пошел. А у вас сколько детей, Джамалочка? У меня 2. Мгм. У меня 2 детей, мальчик, девочка. И сын уже взрослый. Ну, они оба взрослые, да. Сын большой, у него своя семья, 2 детей, 2 мальчика. Они здесь не живут, они тоже живут в Канаде. Вот он смотрит тоже там за какими-то папиными делами. Вот. Дочка у меня... Дочка у вас спортсменка, Дочка у меня теннисистка. спортсменка, теннисистка, Да. да, Джахана Байрамова, ее тоже очень многие знают. Она училась и в Испанской академии, много лет в Испании жила, всегда принимала участие там в турнирах, соревнованиях за Туркменистан. Она под 1 номером, под 2 номером она всегда шла там какие-то эти. Умничка. Да, потом она закончила Америку. Вот, и сейчас она, потом в Канаде она работала там, сейчас она живет в Дубае тоже вот со своей тетей, получается, с моей сестрой, они живут там все вместе. Она работает, она тренирует, она хороший профессиональный тренер, ну и вроде как блогер. Да, она я блогер знаю. со своими там подписчиками, со своими ребятушками. И когда вот недавно совсем узнали, ей спрашивают ее, ты что, Джамаловна дочка? В общем, она говорит, иди, я тебя больше ставить не буду, тебя, оказывается, все знают, в общем, мне это не надо. Говорит, я, смотри сама, да. В общем, она тоже, да, прилетает, улетает. Почему она не едет, допустим, к своему брату? Она говорит, я хочу быть ближе к вам, потому что здесь 2 часа, я могу быстро прилететь. Мгм. Да, и была такая ситуация, действительно, когда в сентябре экстренно я попадаю в больницу на операцию, она прилетает очень быстро. Прилетела, она была здесь со мной, за что я очень благодарна. Я благодарна вообще всем, кто был в тот момент рядом со мной. Вот. А у сына не получилось. Это, перелет очень долгий, и смысла уже не было тогда. Вот, поэтому она говорит, что я буду рядом с вами. Это девочка. Это дочка, девочка, да. И да. тем более младшая. Да. Тем более младший, да. Сын у меня тоже молодец, он умничка тоже у меня, да, очень меня любит, очень меня поддерживает. Вообще, моя подружка – это не дочка, моя подружка – это мне сын. Это моя подружка прям, вот кому я расскажу все. Если дочери я все не расскажу, то ему я расскажу абсолютно все, даже свою личную жизнь. Мою личную жизнь знает мой сын. И он мне дает такие мудрые советы иногда, что мне становится стыдно от того, что вот сколько мне лет, а советы дает мне он. Но лучше своему, наверное, близкому сыну, чем с кем-то Нет, другим нет, делиться. только с ним. Вот у меня только с ним, да. Или, я даже сестрам не могу сказать иногда, вот порой, такие вещи, которые я могу сказать ему. Я могу даже позвонить, иногда могу даже поплакать, только с ним. Только с ним. Понимаю. Да. У меня точно так же. Да, вот поэтому он у меня в этом отношении, спасибо, да, спасибо, говорю ему всегда спасибо за то, что он, вообще дети это моя опора, но вот к нему как-то я могу, потому что у дочки, во-первых, она не замужем,
Да, и когда мне сын сказал, когда у меня появились дети, я теперь все понял. Мгм. И когда у нее появится дети, она и так понятливая, она молодец у меня тоже, она тоже очень мудрая, она все, но она не задает лишних вопросов никогда. Если я ей что-то скажу, она может там, потом, правда, она звонит сыну и узнает все от него. Да, да. Она узнает от него, но не от меня. Но опять-таки, вот как-то, что мне легче сказать ему, я не Может, скажу она думает, ей. мама, если нужно, сама скажет. Вот Джаханка у меня, допустим, надо отдать должное, я не знаю, как так получается, она меня всегда чувствует. Вот чувствует меня она. Она может позвонить сыну и сказать, у Эджеки сегодня настроение, что-то не то. Он мне звонит и спрашивает, не она у меня спросит, но она позвонит ему и скажет, что с ней происходит что-то не то. Ты спроси, ты позвони, ты поддержи, все. И потом вот как-то мы уже втроем начинаем, там я говорю, все, дети, все нормально, спасибо, все хорошо. Вот, в принципе, вот открыть это помещение, это кафе, сподвигли они меня. Вы Джахана советовались приехала, сыну, нашла это помещение, сказала, все, я ничего не знаю, чтобы ты не сидела дома, чтобы ты там и все такое, в общем-то. А я, ну, был такой период, когда я просто сидела дома, ничего не хотела. Вот бывает такой вот выгорает человек. Да. Вот был момент, когда я выгорела. И вот дети меня поддержали. Давай, все, иди, что происходит, что такое? Они в душу не лезут никогда. Расскажу, нет. Вот. И как-то вот сейчас я этим дышу, сейчас я этим живу, сейчас у меня все хорошо. Это еще раз доказывает, что все нужно вкладывать в семью, в Только воспитание. в детей. Потому что однажды папа, я же говорю, он очень мудрый, очень умный, очень тактичный человек. Он мне сказал такое. Он говорит, что-то за деньги разговор. Зашел дома, мы сидели, и он сказал, твой банк – это твои дети. Никогда не забывай об этом. То, что ты вложишь в своих детей, ты это потом получишь. Потом ты поймешь, о чем я говорю. И я стала делать именно так. Я стала вкладывать все свое время, все я стала вкладывать. У меня времени не было. Вкладывала свое время в воспитание моих детей. Это моя мама. Я прям вот это что-то вообще. Моя мама – это столб нашей семьи. Вот. Она воспитывала моих детей. Она дала им воспитание, дала образование, за что я очень благодарна ей. Вот. А у меня не было времени, допустим, им... Я могла по телефону, меня не было сутками, я работала очень много. И вот все, что я имела, я вложила в своих детей. Я не жалею вообще ни о чем, никогда в жизни. Я знаю, что я сделала тогда правильно, поступила правильно, и сейчас я поступаю правильно. Все в дети, вот в детей. То есть дети – это твоя опора, дети – это Я могу сейчас даже все бросить и уехать к сыну. Я знаю, что я буду жить хорошо, я знаю, что они будут за мной смотреть. Но, слава богу, я пока имею возможность делать это сама, потому что у меня мама, которая смотрит на меня такими глазами, она верит в меня, и она говорит, я знаю, у тебя все получится, и сестры верят в меня. Вот. И, в общем-то, они мне помогают очень сильно тоже. И дети, и сестры очень сильно мне помогают вот именно в этом бизнесе тоже. Джамал, а со стороны детей упреков не было? То, что, мам, ты целыми днями пропадал на работе. Работал, мы тебя не видели, не слышали. Несколько лет назад, когда они уже вот взрослые, когда уже у сына сын появился, мы сидели, разговаривали, он мне сказал однажды так. Он говорит, ты знаешь, когда я стал отцом, я теперь все понимаю, все вижу по-другому. Я раньше обижался. Детская обида. Да. Я раньше обижался и на отца, и обижался и на тебя, что вас нету никогда, что вы все время работаете, там все. И когда я сейчас понимаю, что я должен поднять свою семью, и что я целый день работаю, что я ухожу рано, прихожу поздно ради них, я, говорит, сейчас тебя очень понимаю, ты меня извини. Да, но дочка этого не говорила, она просто намекала и говорила, я помню, как я жила в Анау у няньки. Да, она это помнит. Вот. Ну, а так нет, в принципе, они понимают, они сейчас сами работают очень много. Очень много они тем более, они... Это у вас заложено. Это заложено. Да. Это уже заложено, и, ну, дай бог это не отнять. Мы любим работать. Да. Джамал, это все интересно. Дети
важное, нужно, это без слов. А ваша личная жизнь, ваше семейное состояние, ваш партнер рядом, супруг. Да, у меня хороший, надежный муж. Ну, он сейчас на пенсии. Ну, как бы он не медийная у меня личность. Его могут со мной видеть только на каких-то там мероприятиях личных там наших, я не знаю, там на днях рождения, на свадьбах. Вот. А так он не медийная личность, он эти вещи не любит. Вот. Но мы с ним уже сколько? 35 лет. 35 лет. Да. 35 лет – это какая свадьба получается? Это я даже не знаю, мы и не считаем. Джамал, вы 35 лет вместе живете. Вот расскажите, в чем сила и секрет таких долгих семейных отношений? Я думаю, на уважении. Семья держится на уважении. Не на любви? Ну, любовь, она, понимаете как? Любовь – это такая штука интересная. Она ж проходит. Она ж проходит. То есть вот эта эйфория, влюбленность, там, все остальное, она проходит так вот 3 года, да, говорят? 3 года максимум, у кого-то 5 лет, кто прям совсем так вот. Вот. А все остальное, я вот даже детям говорю своим, уважение. Если пропало уважение, то можете разбегаться. Сразу можете расходиться, потому что если нету уважения, нету любви. Любовь – это что такое? Любовь – это уважение друг к другу. Любовь – это та же самая дружба между мужем и женой. И если этого нету, то нету ничего вообще. Можно просто разбегаться. Вот. Поэтому, ну, наверное, все-таки у нас уважение друг к другу. Уважение в каком плане? Он уважает то, что делаю я. Он принимает то, что делаю я. Вот это, наверное, тоже главное. Это, принятие. Да, это принятие. Он никогда не мешает тому, что делаю я. Не препятствует. Не препятствует, нет. Он может поддержать, либо просто, ну, как бы не мешать. Да? А я, естественно, не мешаю ему делать то, что он любит. Он любит свою работу. Он очень любит свою работу, всю жизнь он любил свою работу. Я ему в этом не мешаю. Точно так же, как моя мама никогда не мешала папе, и поэтому он чего-то достиг, то есть он достиг. Вот. Так же и мы. То есть она нас воспитала именно так, чтобы мы только поддерживали, не мешали. Я думаю, в этом секрет. Джамал, а как может мужчина потерять уважение своей жены? Если у него нету уважения к жене, если у него будет отсутствовать уважение, если он не будет уделять внимание, если он не будет заботиться о своей женщине, о своей жене, сколько бы лет ей не было, сколько бы вместе они не прожили, вот, то он теряет уважение жены к себе. Женщина, ну, мы же как вот сложены. Если есть уважение к нам, мы сделаем все. Если есть при этом любовь, ну да, спасибо. Но в основном нам нужно уважение, нам нужна забота, нам нужно время, потраченное на нас, хоть какое-то. Мы должны всегда знать, что мы нужны. Да. Все. Если мы это знаем, мы сделаем абсолютно все. Мы сделаем абсолютно все везде, во всех отношениях. Мы будем держать очаг, семью, детей, мужа. Все будет именно так, если мы будем знать, что о нас заботятся и нам уделяют время. Джамал, а если мужчина, который приходит с работы, вот супруг пришел с работы и начинает с ворчания, с недовольства, эта жена должна это терпеть? Или они должны сесть и прийти к какому-нибудь единому мнению? Да, они должны уметь разговаривать. Потому что жена точно так же устает. Даже если жена сидит дома, она устает еще больше. Да, и вы это знаете. Да. На нас дети, на нас дом, на нас быт, на нас муж, на нас еще подумать, что там у родителей, у родителей, да. Что там у детей, да, у сестер и все да. остальное. То есть мы мыслим глобально. Если еще и работаем. Вот я и говорю, да, если еще и работаем, то это вообще, да, мы мыслим глобально.
А мужчина, он что? Вот, ну вот что? Вот мужчина проснулся, он знает, что у него все приготовлено, там все. Он не думает о том, что вот что там дети. У него задача принести домой деньги, и он думает, что он устает больше, чем женщина. Надо как-то донести. Но я думаю, что сейчас уже современный мужчина, он понимает, что женщина работает больше и вкладывает больше. И устает она тоже какими-то недовольствами, с какими-то претензиями. Я думаю, что, ну не знаю, я таких не знаю. У меня папа такой не был никогда. И у меня муж тоже не такой. То есть там скандалов таких у нас вообще никогда, слава богу, не бывает. Как я прочитала в интернете, девушка говорит, моя мама пошла спать. Перед тем, как спать, она пошла, постирала, погладила, свет выключила, проверила, дети спят или нет, посмотрела их в портфеле. Это мама пошла спать. Да. Потом уже пошла спать. Папа, говорит, сказал, я пошел спать. И пошел спать, по-честному Да. пошел спать. Да, так и есть. Вот. Да. А мама, когда идет спать, она, вот она идет, и значит, она здесь тапочки Да. подправила, сюда пошла, пиалушку помыла, Да. сюда дошла, чайник там вот так вот поставила, сюда пошла, да, тарелки на место поставила, сюда зашла, вещи положила, сюда зашла, там свет выключила, сюда, в общем, все вот это вот зашла. эту комбинацию. И пока она дошла до спальни, пока она легла и говорит, ой, я еще вот это не сделала, Да. встала, пошла, то есть, ну вот, а мужчина, он все сделал, он пошел спать, все правильно. Последний вопрос, Джамала. Что значит любить себя? О, это такой вот провокационный, скажу, Нет. вопрос, провокационный. Значит, я знаю, что вот раньше, когда мне говорили, надо любить себя, я вообще не понимала этот термин. Вот, ну, никак не понимала. Я говорю, ну, как можно любить себя? Что такое в вашем понимании любить себя? Я всегда говорила, ну, я же люблю себя, да? И вот недавно познакомилась с одним человеком, который мне каждый день говорит, он не живет здесь, в Туркменистане, он мне каждый день напоминает о том, что, говорит, надо любить себя. Я говорю, ну я же люблю себя. Он говорит, нет, Джамалочка, ты себя не любишь, ты себя используешь. А любить, ты вот когда полюбишь себя, ты поймешь, у тебя сейчас такие глаза грустные, он мне сказал. Это было, наверное, месяца 2 назад, да? У тебя такие глаза грустные, говорит, и я понимаю, что ты себя не любишь. У тебя, наверное, есть какие-то проблемы, у тебя, наверное, есть какие-то переживания, у тебя, наверное, что-то в душе там творится непонятное, да? Это все пройдет. Но то, что ты не любишь себя, вот это никогда не пройдет. Я так поняла, что вот сегодня, на сегодняшний день, я начала действительно себя любить. Я начала больше уделять себе внимание. И это, Бахар, не в том понимании, что там пошла в салон, сходила, Да. там прическу сделала, или там пошла там руки, ноги там и все такое, да, нет. Или там купила себе там какое-то платье, или сделала масочку. Нет. Любить себя – это дружить с собой. Вот это я поняла на сегодняшний день. Если я в согласии сама с собой, то я знаю точно, что я себя люблю. А на сегодняшний день я в согласии с собой. Я знаю, что я хочу, я знаю, что мне нужно. И сейчас у меня глаза сверкают, Да. и блестят. Да. И энергетика от тебя такая идет. И я это заметила сама, и я поняла, что я себя люблю, потому что я с собой дружу. Здорово. Да. И я вас люблю. Спасибо, и я тоже вас люблю.